Полсотни сыктывкарских туристов готовятся к велопоходам по каменным городам Крымского полуострова и Золотому кольцу России. В нашей студии Андрей Ситар, участник велопохода. И от него узнаем подробности предстоящих путешествий. Андрей, здравствуй. Здравствуйте. Начнем с того, сколько человек вообще действительно ли полсотни или больше или меньше отправятся в эти путешествия? Да, действительно, более даже, я бы сказал, 50 человек. 42 человека у нас только группа, которая по Золотому кольцу пойдет. Плюс еще крымская группа, там где-то в районе 18. Какая экспедиция, какие путешественники уедут первыми на свой маршрут? Как раз в Крым. Они уедут 26 числа, но вернутся вместе с нами, то есть 10 мая. Вот у крымской экспедиции какие задачи стоят, цели, что они хотят там увидеть, проехать где? Задача стоит и у крымской, и в принципе и у нашей. Одна, это весь наш маршрут приурочен именно к дате 9 мая, к Дню Великой Победы. И поэтому мы посещаем военные мемориалы и города-герои, чтобы своеобразно отдать дань подвигам наших предков. Сколько километров обе группы пройдут за эти дни в целом? В целом, я думаю, около 1000 километров, я думаю, если объединить и ту группу, и нашу, то, думаю, около 1000 пройдем. Хорошо, давай коснемся Золотого кольца. С какого города вы стартуете и в каком должны завершить свой маршрут? Если говорить чисто о велопробеге, то мы начинаем в Твери и заканчиваем в Великом Новгороде. И как раз около 500 километров нам будет. В день мы планируем проходить порядка 70 километров. А где вы будете ночевать? В открытом поле? Да, мы планируем ночевать именно либо возле городов, в зеленой части, так сказать. То есть вы с собой все снаряжение будет у вас на велосипедах? Обязательно у нас будут и палатки, и костровое оборудование. То есть все, чтобы мы себя чувствовали комфортно в условиях леса. А, кстати, сколько килограммов будет, помимо самого велосипедиста, на каждом велосипеде еще? Сколько вы с собой везете? Таким вопросом мы не озадачивались, но если предположить, то в районе до 20 килограммов, я думаю, будет поклажа. Угу. Подготовка какая-то была к этому, наверняка? Конечно. Как давно она началась? Подготовка, то есть это не спонтанно было, так что взяли, собрали всех желающих. На самом деле подготовка началась еще в сентябре, когда сбор начался, предложение поступило, и кто-то обдумывал, кто-то планировал, да, если это получалось, то он записывался в группу, и необходимо было физически подготовить себя. То есть лично я, например, если бы меня взять именно в сентябре тогда, я уверен, что я не справился бы с этой задачей. Поэтому у нас каждую неделю, в понедельник и пятницу, это 2 дня, занятия проходили в спортзалах. Там как раз физическая подготовка на выносливость, на силу, именно развитие тех групп мышц, которые задействованы обычно в туризме. Затем суббота-воскресенье для нас тоже проходили не дома. И рано утром, около 9 часов утра, мы выходили зимой, соответственно, когда выпал снег. Это Тентюковские склоны, где мы отрабатывали работу с ледовым оборудованием. Соответственно, готовились команды для соревнований спортивных, а также для горных походов, маршрутов, которые планируются также этим летом. Ну и, соответственно, как только снег спал, у нас началась накатка, проверка, так сказать, команд, насколько они сплочены, насколько они могут работать совместно. Ну и выбор руководителей каждой команды, соответственно. То есть 42 человека, которые поют по Золотому кольцу, они будут поделены на команды какие-то? Да, дело в том, что была бы меньше группа, мы могли бы двигаться все вместе. Но 40 человек – это довольно много. И порой они создают именно в таком количестве неудобства для водителей, так скажем. Однозначно, такая большая группа, да. Поэтому было принято решение разделить на 4 команды, у каждой из которых будет, соответственно, руководитель. Все руководители между собой держат связь на случай чего. И у каждой команды будет все необходимые принадлежности, если вдруг та или иная команда отстанет, чтобы она могла самостоятельно заночевать в том или ином месте. И затем на следующий день догнать уже основную группу и двигаться дальше. То есть все будут друг за другом следить, чтобы никто не отстал? Конечно, да. А что касается велосипедов, они для таких
вещей для таких походов, пробегов, они какие-то специальные должны быть, усиленные там или... И вообще, вы каждый сам себе покупали железного коня или нет? Как вот это все происходило? Группа разная, у кого-то свои есть велосипеды, но большей части у нас, конечно, предоставил Сыктывкарский госуниверситет. То есть в турцентре есть велосипеды. Насчет подготовки я бы не сказал, что они какие-то особенные, но современные, многоскоростные, позволяющие комфортно себя чувствовать как и на ровной поверхности, так и в горку ехать. Но особо каких-то приспособлений там нет. То есть главное в любом походе это то, чтобы он был дееспособный. То есть мы проверяем, у нас было время как раз отведено для этого, чтобы проверить все узлы, все механизмы на работоспособность. И если есть какие-то недостатки, какие-то поломки, чтобы их вовремя устранить. Как ты считаешь, вот в велопоходе что самое сложное? Постоянно крутить педали? Или постоянно вот ехать по обочине, когда тебе, не знаю, надо же двигаться вместе с транспортом, как бы, все-таки есть определенная опасность? По поводу опасности, бывают сложности, конечно, недопонимание водителей и велосипедистов, когда либо те, либо другие не знают, допустим, правил. У нас есть среди велосипедистов те, которые не знакомы, так сказать, с правилами движения, но мы их также готовим, чтобы они комфортно себя чувствовали в условиях дороги. Да, бывают сложности, иногда сами водители не до конца понимают, что велосипедисты это не пешеходы, а это также транспорт передвижения. И что мы правомерно занимаем правую полосу. Иногда они не уступают нам, правда, дорогу движения. Но это все как бы поправимо, мы понимаем и действуем согласно правилам дорожного движения. Вот нагрузка ведь на организм будет колоссальная, да? Постоянно крутить, ты же не просто велосипед, он еще нагружен дополнительным снаряжением. Да, думаю, будет сложновато, но для того мы тренировались все это время. Но Были лично для какие-то, меня, может быть, выходы тренировочные на велосипедах или другого характера? накатки, которые проводились каждую субботу, мы начинали с минимального расстояния, то есть это где-то 5 километров. Затем 18, и последняя накатка у нас была 40 километров по объездной. То есть вполне нормально. Лично как ты оцениваешь свои силы вот для такого похода сейчас? Вот? Я думаю, я справлюсь. Что тебе прежде всего, знаешь, что ты в первый раз едешь, что тебе прежде всего самому хочется почувствовать, увидеть, узнать вот в таких вещах? Мне хочется, во-первых, побывать в других городах, именно вот в этом плане, не на машине или не на поезде куда-то приехать, а почувствовать именно себя велосипедистом, путешественником. Во-вторых, мне интересно именно погрузиться в атмосферу самого туризма, когда группы там разбивают лагерь, устраиваются на ночевку, и вот эта атмосфера костра, своеобразного уюта, свои особенности. Если один раз почувствуешь, тебе будет постоянно хотеться заново это испытать. Среди вас много тех, кто впервые отправляется в такое путешествие? Я думаю, определенная часть группы есть новичков. Есть новички, да? Да. Ты сам как вообще решил прийти в туризм? Тебя заинтересовало именно вот велопробег или ты в принципе, да, захотел? У меня желание записаться именно в турцентр назревало давно. И все началось с предложения руководителя турцентра Дамира Дамировича Газизова о том, что есть такая идея совершить велопоход. Он, кстати, поедет с вами, да, видит по Золотому Обязательно, кольцу, конечно. Он будет руководить, потому что группа большая. Вот, недолго думая, я принял решение, что стоит, наверное, этого. Хорошо, давай вот загодя вперед, забегая, вот твоя самая, если есть такая заветная туристическая мечта, куда-то добраться и забраться, есть что-то? Меня привлекают горы. Из республики, я думаю, немногие могут похвастаться тем, что покорили, допустим, Эверест. И если уже мечтать, и мечтать по-крупному, то, я думаю, покорить Эверест – достойная мечта. Я желаю тебе только удачи в этом направлении. Надеюсь, что Дамир Дамирович передаст тебе для этого определенное количество своего опыта. Спасибо большое, друзья. Андрей Ситар рассказал о том, куда, по какому маршруту в ближайшее время отправятся 50 туристов из нашего региона. Ну, а эфир